Demek hürmetli dostlar, biz yayınımızda devam ettiğimiz Levhan'ı seyrettik ve siz de anlamayısınız ama bu böyle bir sürpriz. Yani bizim misafirimizni evvelden endi takdim etmege niyetinde edik ve umutdaymiz ki siz endi yavaş anlamaya başladınız. Kim bizim studiyamızga keldi ve niyaqta bugün laf yürütecekmiz. Aslında bizim levhamızda açıklangan mevzunu biz devam etemiz ve bizim studiyamızda İsmail Gasprinskiy adını taşıgan media merkezinin müdiri Sayde Osmanova. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz studiyamızga. Сelamun aleyküm. Sabah hayır olsun. Sağ olsun. Я уже жду традиционный вопрос. Как началось ваше утро? Как началось ваше как утро? оно началось? Ну, как всегда, в принципе, оно начинается в 6 утра. Чашка кофе. Вот, можно не поесть, но кофе нельзя не выпить. Ну и дорога, конечно. И сегодня, я вчера смотрела ваш сюжет по Милету, как реагируют водители на всю ситуацию. Конечно, разные были мнения. Но в целом мы готовы к хорошим переменам. Для того, чтобы что-то было хорошее, нужно, понятно, что-то изменить. Поэтому... Нужно немножко перетерпеть, чтобы было что-то хорошее. А, Сайда Ханум, ну, сегодня мы будем разговаривать не о дорогах, а вот о тех самых книгах, которые уже были представлены в сюжете, но у нас есть возможность, хоть и коротко, но быстро познакомиться с этими книгами. Что это за книги? Их сегодня у нас представлено 7. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее. Ну, мы 22 числа провели третью официальную презентацию в этом году. И я думаю, еще не последнюю. В этом году, наверное, будет еще, я думала, одна, но думаю, что 2. Потому что у нас ожидается как минимум 9 книг. Мы издали сейчас 15 книг в этом году. И ожидается у нас уже на торгах еще 9 книг. То есть это те книги, которые по государственному заказу, заданию мы выполняем, 24. И затем у нас есть еще сюрприз, будет еще несколько книг, которые планируется издать в этом году. Ну вот, презентация должна была у нас быть 19 числа, но в связи с трагическими событиями в Керченском политехническом техникуме мы перенесли ее на 22. Хочется отметить, что в этот раз у нас вышли очень значимые книги, такие как «Болгары Крыма», Альяна Османовой «Стихи Ганюли Сгиллеры», белая книга, да, Юрия Бекировича Османова, уникального человека, борца за, да, национальное движение и человека, который отдал не только свою жизнь, но и внес огромный вклад. Просто поражаюсь. Я когда читаю его книги, вы знаете, ее невозможно читать очень быстро. Вот прочитываю 3-4 страницы и откладываю, и начинаю обдумывать. То есть, ну, эти книги, они для вдумчивого прочтения, потому что в них, кроме истории, есть много философской мысли. И человек предвидел то, что да, столько лет назад написал, и то, что происходит, как бы скажем, сегодня. Это книга нашей знаменитой певицы Зейнеп Люмановой «Халсев Гасына Хазанган Ерджи», которую написала Зера Бекирова. Это русская община «Путь в Россию». Мы постарались, мы знаем, что вчера русская община праздновала свое 25-летие, и вот подарком от медиацентра было издание такой книги, где это и фотоальбом, и архивные материалы, и все, чем занималась русская община за столько лет. Это «Болгары Крыма. Возвращение к истокам». Очень ценная книга, очень красивая, в которой очень качественная книга, чем медиацентр вот гордится своими изданиями, потому что наряду, да, мы знаем, ну, такую книгу приятно брать в руки. Здесь и история, и традиции, и обычаи, и культура, и как зарождался народ в Крыму. И я думаю, что такие книги – это как, собственно говоря, визитная карточка. То есть мы можем презентовать их и везде, за пределами Крыма. Это Ганюли Сгиллеры, как я сказала, Альяны Османовой. Ее стихотворение, знаете, она очень трогательно рассказывала о них. И действительно, когда читаешь эти стихотворения, такое ощущение, что мы знаем, что уже, да, поэтесса вот, празднует свой 80-летний юбилей. И это как подарок тоже к ее юбилею. И ну, как будто это молодая девушка писала. То есть настолько ее поэзия отражает современное состояние, может быть, да, вот души молодое, что просто поражает. Она говорит, да, я вот такая, я не могу, я пишу, ну, потому что, наверное, душа человека, она
Она не стареет, она остается всегда молодой. Это, конечно, книга, которую мы очень долго ждали. «Традиционная культура крымских татар». В соавторстве эта книга. Редактор-составитель Мамут Чурлу. Она очень познавательная, интересная. Это будет целая серия. Это вот первая книга из серии «Этно-Крым», выпуск первый. И вы знаете, здесь представлена культура, как она была, то есть как она зарождалась тоже, чем она отличается от всех, может быть, остальных. И вот здесь я встретила очень интересный факт, о котором сегодня мало кто знает. Это кроме того, какая у нас там черепица была, я хочу сейчас найти. Ну, а в большей степени в этой книге, я так понимаю, уже по картинкам, бытовая. Ну, это нет, это традиционная культура, это то, как было, мы же сегодня даже не все знаем. Здесь и инструменты, здесь и декоративно-прикладные как бы вещи. То есть эта книга, она ценна тем, что мы, и познавая свою культуру, да, мы будем, потому что человек, который не знает своего прошлого, он не может жить в будущем, идти к чему-то стремиться. Поэтому мы должны это знать. Вот хамам-таш, вот такие вот, да, об этом мы даже, например, только, может быть, я думаю, многие даже и не слышали. Если наши бабушки, дедушки вот рассказывали, то воочию это можно, конечно, в Дервише вы увидеть. Я сама, когда посетила это музей, скажем так, да, дом, где снимался, кстати, фильм, да, об Амедхане Султане, и впервые увидела, как это действительно, это в помещении, да, находилась у крымских татар вот такая своеобразная ванна. И, то есть вот примеры, то есть они же, эти артефакты, они есть. Они представлены здесь. Вот всем интересующимся, конечно, люди на презентации, они в первую очередь, конечно, их интересовало, где можно приобрести такие книги, где. Действительно, где можно приобрести такие книги? Первым шагом к тому, к чему я пришла тогда, когда пришла в руководство медиацентра, это, ну, мы пришли к тому, что мы будем все книги, значимые книги, издавать в 500 экземпляров, не 300, потому что до меня в основном все книги, они издавались в районе 300 экземпляров. Большая часть идет в библиотеке Республики Крым. Конечно, раздаются по национально-культурным автономиям, по разнарядке, общинам Крыма. Мы вот сейчас предоставляем книги телекомпании «Милет», да, радио Витанси, да, с тем, чтобы в своих конкурсах они пропагандировали тоже и давали в дар вот наши книги, потому что их нигде не приобретешь. Это очень ценные издания. Очень, на самом деле, очень интересно, и вот то, что в 500 экземпляров, и вообще это, так сказать, повышается доступность, потребляемость, так сказать, информации. Но у нас есть точно так же, вот помимо сюжета, помимо вот этих книг, есть фото, кадры, так сказать, событий, которые происходили 22-го, и мы хотим их тоже, так сказать, посмотреть, да. Вот. И тут параллельно и фотографии. Можно комментировать, можно Это обсуждать. с презентацией фотографий. Это мы только готовимся к презентации. Это подготовка. Да, вот. Представляют как раз каждый автор. У нас на презентации мы зовем авторов данных книг. И авторы – это вот композитор Мирзия Халитова и профессор рассказывает о Зине Плюмановой. Это я сделала, и уже как одно из, может быть, такого ноу-хау, я на каждой презентации, мы разыгрываем книги. То есть вот в данном конкурс-ответ. В этот раз я подготовила к каждому изданию, перед тем, как представляла данное издание, значит, приготовила вопрос, например, болгарам я приготовила вопрос: а скажите, знаете ли вы, какое традиционное блюдо болгары готовят к празднику? И очень долго гадали, но наконец-то отгадали, это кубете. То есть, у нас представлялась книга, вот автор держит, значит, это «Три эпохи османчика». Но у них спросила, сколько сегодня улиц в современной деревне, она сегодня Холодовка называется, 10 улиц. Ну, то есть вот такие вот вопросы. Вот танец, русскую общину мы поздравили крымско-татарским танцем. И даже вот он вместе танцевал с танцовщицей. Очень интересно. Да. А те вопросы, которые вы задавали, можно найти в этих книгах, ответы на эти вопросы?
вопросы? Нет, я просто взяла традиционные вопросы, сама посмотрела. Ну, конечно, и ответы можно, наверное, найти, но больше мне хотелось вообще понять в разных аспектах, потому что, вот, например, белую книгу я спросила, назовите имя великого деятеля, да, которого одним из первых стал вводить в забытые, как имена, да, забытые имена в пространство. Вот это кто? Исмаил Гаспринский. Да, и первый, кто начал, Юрий Бекирович Османов. То есть вот я постаралась такие вопросы подготовить. Например, да, к Зине Плюмановой, чтобы ее книгу представить, я спросила, как раньше назывались, да, люди, которые пели, писали стихотворения. То есть, да, это Кидаяш. То есть вот разные вот такие вопросы, ну, что было интересно. И люди очень активно отвечали, и с гордостью я видела, как они брали эти книги в руки, когда они их выигрывали. Вот это, наверное, самое ценное, потому что сегодня мы можем развиваться духовно только при чтении. Мне хочется все равно еще раз отметить, как важно прививать сегодня подрастающему поколению любовь к чтению, любовь к посещению и интерес театра. Да, то есть к всему надо любовь, ее нужно прививать. Она сама не появится по себе. Они должны видеть это из примера. Да, лучше, чем 10 раз сказать, 1 раз показать. Если вы берете своих детей и едете в театр раз, два, три, у них прививается культура, это завтра им потом становится, как будто чего-то не хватает. Вот так это должно быть. Если они видят, что вы покупаете книги из каких-то поездок, приезжаете и привозите книгу, которую с гордостью ставите на полку, открываете, да, или когда вы куда-то едете куда-то в гости, и вы покупаете книгу, например, «Народы Крыма», или еще какую-то ту, которую может представить. Вот такие примеры, они должны быть для детей показательными, я вот так считаю. И тогда прививается эта культура, она не появится просто так. Очень интересно. Ну, это, Саида Ханум, такой момент. Получается, теперь до конца года остается у нас всего 2 месяца. Да. И вы сказали, что ожидаете выпуск еще 9 книг. Плюс парочка сюрпризов будет. Я могу только подозревать, что до конца года планируется выпуск еще одной части русской общины в Крыму. Я пока не буду раскрывать все секреты. Здесь просто написано часть 1. Логично, хотелось бы увидеть часть 2. Ну и также вы уже невольно обмолвились, что традиционная культура крымских татар – это тоже книга, которая ожидает своего, так сказать, последователя. Вы знаете, ведь будут и часть 2, и часть 3, и у той книги, и у этнокрыма, у традиционной культуры крымских татар. Но это не бывает быстро, потому что все, что конечно, представлено в данных книгах, это собирается по крупицам, это обрабатывается и самими авторами, и издательским, да, отделом медиацентра. Поэтому у нас готовятся книги, они уже готовы, они уже с момента, да, как они готовы, проходит около 2 месяцев. Поэтому, когда будут эти презентации, в этом году, скорее всего, или, может быть, в начале следующего, я пока, даже мы еще не можем об этом говорить. Мне хочется отметить еще, потому что авторы, которых мы приглашаем на презентацию наших книг, это тоже впервые в медиацентре проводится, для того, чтобы, когда выходит книга и когда мы делаем презентацию, мы стараемся, вот пришли, у нас вот эти книги, у нас пришли все буквально в течение 10 дней. Весь медиацентр разбегается, мы смотрим, открываем эти, да, паки, вот как книжка, соответствует ли она действительно, потому что разные типографии книги печатают. И когда мы делаем презентацию, наша цель медиацентра – это презентовать, и многие авторы, они только впервые на презентации видят, да, они знают, они приносят как бы многие мысль, идею сформированную, но как она оформлена, как сделано данное издание, да, это все уже наш издательский отдел формирует. Поэтому вот цель презентации, она показать, презентовать, вот книга вышла. Дальше каждый сам из авторов может свою книгу делать отдельно презентацию, да, и посвятить каждому главе, каждому разделу своей книги буквально там какое-то отдельное внимание. Вот на этом мне хочется заострить внимание, потому что многие, они, может быть, не понимают, они думают, что на презентации мы можем часами говорить о какой-то книге. Нет. Вот вышли, мы представили общественности, раздали в руки авторам и работаем дальше.
Сайда Ханым, чтобы издать и презентовать такие книги, конечно, нужно проделать огромную работу, пройти много этапов. И сталкиваетесь ли вы с какими-то трудностями при подготовке? Ну, знаете, конечно, бывают и трудности, без трудностей не бывает. Я думаю, что дорогу осилит идущий. Первый этап, и мы сейчас уже к нему начинаем готовиться, и я всех зрителей призываю к тому, что если у кого есть что показать, что напечатать, вы можете обратиться к нам в консультативный совет. То есть принести. Все на сайте есть, можно почитать положение, что необходимо, какие документы представить. Затем издательский отдел начинает, корректоры вычитывают. Они вычитывают, смотрят, то есть, потому что не все авторы у нас. Ну, есть иногда замыленный глаз, есть такая фраза, да, то есть ты сам пишешь, но ты не видишь, что ты можешь что-то где-то. То есть это работа корректоров. Затем начинают работать дизайн, да, дизайнер, он составляет, человек работает над обложкой, как это будет, несколько вариантов. Все время идет работа с автором. Автор приходит, ему показывают, как это будет, какое будет внутреннее наполнение, какая будет бумага, потому что данную бумагу мы вообще заказывали, ее вообще в Республике Крым нету. Вот, поэтому, то есть вот каждый, как и автор, все время идет тесная работа с автором. Поэтому от автора тоже иногда зависит. Бывают капризные авторы, бывают не капризные, от этого тоже зависит. Конечно, есть книги, которые легко идут, есть которые в силу каких-то обстоятельств, ну, скажем, не тяжело, но работа настолько интересная, она настолько творческая. И я скажу, коллектив, я хочу выразить вот благодарность своему коллективу, настолько плодотворно работает, что я просто горжусь своим коллективом сегодня. Это и редакторы газет, у нас 9 изданий выходит, это вот издательский отдел, который работает над гордостью. Мы сегодня можем гордиться медиацентром. А мы им гордимся, Сайда Ханым. Мы им гордимся. Çok sağ olun, что сегодня посетили нас. Желаем вам успехов, творческих успехов. И, конечно же, ждем презентацию новых книг. Çok sağ olun, келгеніңіз Сізге үшін. çok sağ olunuz. Урметлі достар, біз есе девам етеміз. Яйынымыздың нефбетекі қысмы тамамшымды тақдим олынacak. Buyurunuz.